Добрый день всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостана», кто сегодня с нами. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня понедельник, 18 марта, в Уфе, 11 часов дня. Мой собеседник, руководитель башкирского отделения Общероссийского движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев. Напомню, что «Голос» признан в России НКО иноагентом. Добрый день, Ренат. Доброе утро, хотя лично я в этом сомневаюсь. Напомню, что программа идет в прямом эфире в Ютубе. Можете ставить лайки, комментарии, вопросы задавать нашему собеседнику. Подписывайтесь, те, кто не подписан. Подписывайтесь и на телеграм-канал. Делитесь трансляцией. Расшифровку нашей беседы, если вы не успели посмотреть, вы сможете позже найти на сайте «Аспекты Медиа», во всех наших социальных сетях и в телеграм-канале «Аспекты». А желающим помочь финансовым аспектам есть ссылки на сервисы Boosty и Donation Alerts в описании к трансляции. Ну и так, Ренат, первый вопрос. Говорят, на этих выборах практически не было независимого наблюдения. Насколько это соответствует действительности? Ну, во-первых, эта ситуация, к сожалению, была по всей территории России. То есть вот то, что мы информацию получали, она примерно одинаковая, да. И в Башкирии такая ситуация была, да, к сожалению. Угу. Ну, сколько-то удалось выставить наблюдателей вот именно от «Голоса» или фактически нет? Потому что, я так понимаю, Дованков отказался ставить наблюдателей. Понятно, что «Единая Россия» особо с вами не сотрудничает. КПРФ только, может быть, в какой-то степени. Ну, дело в том, что от «Голоса» мы уже много лет не имеем права никого отправлять. Так что сотрудничаем только с теми, кто хочет и может с нами сотрудничать. Помогаем им каким-то образом, отправляя на участке материалы для самостоятельной подготовки и обучения и так далее. Ну, то есть какое-то количество всегда есть, но в этот раз было очень мало. Очень мало бы, да? Да. Как вы думаете, ваше мнение, почему Дованков не стал контролировать ход голосования на этих выборах? Ну, потому что ему не нужно было контролировать ход голосования на выборах, и он не был кандидатом, который хочет получить хоть какое-то существенное количество голосов. Думаю, поэтому. Вернее, даже так, он скорее боялся получить существенное количество голосов, которые могли бы ему запросто, и, скорее всего, именно это сделали на многих участках оппозиционно настроенные избиратели. Вот, поэтому никаких активностей в эту сторону он даже не пытался изобразить. Как прошли выборы в Башкортостане, если смотреть сначала, допустим, в Башкортостане, если все выборы взять от начала до конца, вот как ваше мнение? Ну, если смотреть ретроспективно, так сказать, углубляясь в историю, то ну, тренд-то понятный, несмотря на то, что Башкирия давно уже является лидером антирейтинга качества выборов, как самих избирательных процедур в широком смысле, так и процедура голосования, так и процедура подсчета голосов, самое важное на самом деле для подведения итогов. Но, тем не менее, особенно на федеральных выборах это заметно, на Башкирия с каждым разом все глубже и глубже себя закапывает, что называется, пробивая очередное дно качества организации, процедур и отношения, я бы сказал, к закону. Даже тому закону, который с каждым избирательным циклом все хуже и хуже становится, и российского. Ну, федеральное законодательство о выборах, оно просто в башкирское законодательство, транслируется один к одному, там никакой разницы нет. Вот. И вот даже несмотря на это, даже эти с каждым годом все более и более репрессивные законы, в том числе закон о выборах, все хуже и хуже исполняется. Все более и более формально, все с более грубейшими, главное, масштабными нарушениями. Вот. Так что так, как говорится, бодрыми шагами идем в темное будущее в этом смысле. Но ведь ваши оппоненты наверняка скажут, что вы это все голословное утверждение. Есть какие-то факты, там, цифры, не знаю, какие-то наблюдения конкретные, которые доказывают ваши вот эти вот сейчас заявления? Ну, во-первых, всегда, даже если нас на участке нету, и всегда есть люди, которые готовы с нами делиться информацией. Это члены комиссии, это обычные избиратели, которые могут что-то снять интересное, что-то на фото, что-то на видео. Да, мы же в соцсетях живем. Сейчас мир стал прозрачным на самом деле. Даже если я не нахожусь в Уфе, не в Башкирии, да, то это не мешает нам собирать информацию, которая объективная. Да. У меня есть, например, цифры, которые я получаю официальные, да, по явке. И даже по ним видно, что
власти, региональные власти, получив сверху какие-то установочные цифры, пытаются их нарисовать. Где-то грубо, где-то более умно, но это рисованные цифры явки. Это как минимум. Сейчас об этом можем поговорить более детально. Вот. А потом, получая уже информацию конкретно с места, что называется, с тех участков, где мы все-таки получаем объективную информацию, мы видим, что конкретно уровень фальсификации явки подтверждается. Вот. Смотря, сначала мы смотрим на распределение математической цифры, они такие обобщенные, а потом мы просто внимательно смотрим на некоторые участки и смотрим, что же там происходило конкретно. Вот, это первое. А второе, потом мы получаем информацию о том, как же проходит подсчет голосов, например, да, как проходит процедура сами и потом цифры. Вот. За эти годы, что мы как общественное движение, что я лично в своем качестве как эксперт в Башкирии, ну не только в Башкирии, я же по России тоже ездил, вот мы донесли эту идею, довольно простую, но важную идею о том, что важно работать членами комиссии с правом решающего голоса для того, чтобы честно работать в комиссиях избирательных. Многим людям понравилось, они ее приняли, они в составе комиссии работают. Вот, и вот они, в том числе, они делятся с нами этой информацией, работают в комиссиях, делятся потом с нами этой объективной информацией. Это не только Уфа, на самом деле. Это и другие города Башкирии тоже. Вот. И таким образом можно сказать, что мы видим как обобщенную информацию, математическую, которая дает нам подсказки, где искать и на что смотреть более пристально с точки зрения статистики, а ее не обманешь, ребята. Сколько вы не рисуете, вы ее не обманете. Статистика, она штука простая, это наука. Вот, и у нее есть свои законы. Вот, невозможно придумать так, чтобы было похоже на правду. Если все, что вы придумываете, очень видно хорошо, и сейчас мы это как раз посмотрим. Давай как раз вот на каких-то картинках, которые ты подготовил, я в них ничего не понимаю, прошу тебя немножко порулить, так сказать, процессом. Какую сейчас ставим первую картинку, да, которую ты первую предложил? картинку ставим, да. Угу. И ты будешь объяснять. Да, я поясню, да, о чем речь. Я так понимаю, мы сейчас должны увидеть голосование в Ленинском районе. Да, первая картинка, Ленинский район. Спасибо. Так. Надеюсь, нас режиссер трансляции слышит. Ставь, да, все, появилась картинка, рассказывай, пожалуйста, что это там мы сейчас можем... Я, к сожалению, не вижу конкретно, у нас их две там по Ленинскому району. Я могу ее как-то увидеть? Вот которые со столбиками синенькие, красненькие, тут такие вот, явка идет в первый день голосования, во второй, и они какие-то подозрительно одинаково ровные такие. Все, я понял. Сейчас, секундочку, тогда я прямо сейчас про цифры пробегусь, чтобы было понятно. Итак, перед вами... Это цифры явки, официальные цифры явки. Прошу прощения. Официальные цифры явки по Ленинскому району, да, мы смотрим. Да. Почему по Ленинскому району? Сейчас объясню. На самом деле мы же не только за одним районом смотрим, да, мы за всей Уфой смотрим, по разным районам Башкирии смотрим, по разным городам Башкирии смотрим, да, кто где как работает. Вот. И чем привлекательнее стал Ленинский район? Ну, во-первых, мы много лет на самом деле, да, ведем наблюдение в Уфе, как бы Ленинский район тоже достаточно хорошо знаем, довольно много раз там наблюдали на всяких выборах и федеральных, и региональных, и уфимских. Вот, знаем примерно, как работает. Так вот, и вот на этом, что интересного на этом участке? Слишком ровные цифры. То есть, если внимательно посмотреть, видно, что они прям как заборчик, один к одному. Вот прям как по линеечке, да, правильно выстроено все? Как по линеечке, так не должно быть. Если мы берем нормальные выборы, там, где цифры не пытаются изменить, а вот как есть, как люди приходят. Это же явка. Это же просто количество людей, которое пришло. Мы же даже сейчас не обсуждаем, за кого они голосовали. Ну так вот, люди вот так вот ровными рядами по часам не ходят. Ну нет, ходят, знаю, это в военных частях бывает такое. Есть небольшое количество в России избирательных участков, где приходят прям маршем, буквально военные голосуют. Так бывает. Но это... Ну, у нас Уфа, Ленинский район, там, я думаю, не относится к этим. Да, к этому не относится. Да, вот, это первая странность. Вторая странность то, что вот обратите внимание, это, видите, там два столбика, да? Пониже синенький, повыше красненький. Синенький пониже – это явка на первой половине дня. На первой половине дня. И вторая явка
на конец дня уже, ну, по итогам первого дня голосования, да, это на Мгм. вот. И получается, как будто и нижняя, и верхняя одинаково ровная. Так вообще не бывает, когда если реально люди, всегда есть разброс. Даже если вы, как сейчас, к сожалению, да, по всей территории России, на пятницу и на субботу, ну, на пятницу больше, чем на субботу, на субботу тоже это было местами заметно, вы Да, принуждаете приходить людей на голосование, даже люди, которые под принуждением приходят, они не приходят ровно как-то вот такими ровными, ровными цифрами, да, у них от участка к участку есть разброс. Потому что участки не одинаковые, да, у них разные населения, где-то частный сектор, где-то общежитие, где-то девятиэтажки, где-то пятиэтажки и так далее. В общем, разброс есть. Он такой, ну, натуральный разброс данных. Вот, и мы здесь вот, просто я много таблиц посмотрел, да, но мы просто выбрали самую такую, самую яркую, которая показывает, как уроки прошлых выборов, уроки рисования на прошлых выборах явно впрок не проходят некоторым территориальным комиссиям, потому что это именно они пытаются сделать так, чтобы цифры были нужные, да, нужные руководству. Вот, и вот эта вот таблица наглядно нам это показывает. Мы можем так, посмотреть, да. Мгм. давай еще одну табличку покажем из Давай. Нефтекамска. Да, давайте Нефтекамск. Нефтекамск, там что-то... Нефтекамск я нежно люблю, потому что часто там бывал. Я Вот, смотрю, тут данные за 15 число, распределение да, явки на 53 участках. И да, тут весь город, какая-то такая да. всплеск идет какой-то. Да-да-да, так тоже не бывает. То есть, смотрите, это распределение по количеству участков, то есть это весь город, все 50 с чем-то участков, которые в городе есть, и это количество участков с тем или иным уровнем голосования. Так вот, если бы это было нормальное голосование, да, никто на него, никто на него не влиял, не рисовал, то оно было бы тоже распределено, разбросано немножко, чуть шире. А оно слишком узкое, там около 50, по-моему, процентов, если я правильно помню, такое, все собрались, короче, да, вот. Это мы видим по тем данным, которые, ну, нам таблица дает. Потом есть гораздо более понятный, наглядный инструмент, который позволяет это делать сразу глазом, да, что называется. Давайте мы ее тоже посмотрим. Там Да, там две график с картинки. точками, да, насколько я Да, ошибаюсь? Да, сейчас да, она да, появится на экране. это точки, да. То же самое, только просто точки. А обратите внимание, если до этого я вам показал отдельный ТИК целиком, там Уфимск, районная или весь Нефтекамск, то здесь, чем удобен этот инструмент, он показывает всю Башкирию сразу. Все наши 3500 участков он показывает в виде одного, ну, такого полотна. Вот каждая точка, каждый участок это две точки. Там синенькие с утра тоже, а такие оранжевенькие, они по итогам дня, получается, да, тоже, чтобы видно было, как вот разбита эта явка по времени. И вот, видно, да, уже? Да, видно, все видно. Ты Вот, просто продолжай рассказывать. да. И теперь обратите внимание, вот это просто по порядку идут, да, районы, тики, вот все идет по порядку просто. И вот я Мгм. там выделил специально, это сейчас мы смотрим, какой город Сейчас, или... так, тут написано официальная явка, выборы президента, город. Я посмотрю, я увеличу экран, чтобы мне было Да. тоже понятно. Мгм. Уфалинский район. Ну вот, смотрите, у Уфы, у Ленинского района, обратите внимание, там тоже, видите, они тоже прям по линеечке, как нарисованные, это правда нарисованные, да. Вот видите, они прям Мгм. слишком в одну линеечку устраиваются. Голубенькая это с утра явка та же самая, и красненькая такая, оранжевенькая, это явка по итогам дня. Пятница получается. Вот обратите Мгм. внимание, слева и справа какие-то более разбросанные данные, да, видите, они там не собираются в кучке. Хотя, Да-да-да. хотя это не говорит о том, что их не рисовали, просто рисовали, может быть, более творчески. А вот это вот ребята, им сказали, как рисовать, они все как один и нарисовали на какие там на У них 15%. очень близкие результаты, вот то, что ты хочешь Да, сказать, да, да, правильно да, понимаю? да, да, да. Разброса никакого практически нет, так не бывает в жизни, да. Мгм. Реальная явка, она вот, можете справа и слева посмотреть, вот она более-менее такая. Вот, она либо реально такая, либо ее более творчески рисовали просто вот. То же самое покажите, пожалуйста, по Нефтекамску. Хорошо, Там, следующую картинку давайте покажем. да. Следующая картинка у нас, если не ошибаюсь, она идет... Сейчас, секундочку. Она идет у нас... Да, Ренат, Да, да, такое ощущение, что у нас со связью. Все хорошо на месте, все, да. картинка стоит. Это у нас Советская ТИК, распределение явки.
Так, это у нас советская ТИК. Вот обратите внимание, это уже по итогам 3 дней, да? Вот, и там, Так, получается, видите, есть центральное значение, которое чаще всего, но еще и справа и слева есть. так. Видите, оно более плавное становится, но при этом обратите внимание, что если посмотреть именно на советскую ТИК, почему мы смотрим? Ну, потому что мы тоже очень хорошо знаем советский район, на самом деле, вот довольно много там наблюдаем на разных выборах, там, да, это центр Уфы, там вот Руслан Валиев когда-то даже работал в одном из участков этого ТИКа, откуда началось-то наше пристальное внимание. Вот. И вот обратите внимание, здесь есть центральный пик, это где-то на 85 примерно он, да, вот он такой в центре Мгм, находится. да, Это тоже, да. кстати, неправда, это нарисовано все, но обратите внимание, есть значение и 100% вправо, да, их немножко так и должно быть. Стопроцентное значение, это Мгм, означает маленькие участки. Это либо маленькие мгм. участки, либо временные участки, так называемые. Они бывают на вокзалах, в больницах у нас часто, да, бывает. В больницах приходят, люди голосуют. Они маленькие участки, там все голосуют, понятно, да? То есть там так вот так это устроено. Вот, и поэтому это нормально. А вот пик на 80 ненормально, он нарисованный пик. А вот смотрите, слева на 55 есть, 55, вот М. 60 чуть провалились, и потом уже Да-да-да, дальше вижу, вижу. начинается рост. Вот, вот это вот 55 и 60 это примерно на самом деле ну, настоящие цифры, в которые мы верим. Это реальная явка, да, по-твоему? Да-да-да, вот то, 55%, что 61%. ну, где-то вот, где-то в том районе получается, в городе, плюс-минус надо посмотреть еще. Мы сейчас будем заниматься более подробно всеми этим. Это же на ходу придум вот посмотрели самые свежие, самые то, что это, Мгм. под рукой были, что называется. Мы сейчас будем Перейдем еще к следующей картинке. Ленинская да? ТИК. Да-да-да, вот, и Перейдем? теперь Все, да, и сейчас теперь она появится. Ты можешь начать рассказывать. Здесь тоже большой всплеск на цифре 85. вот помните, да, вот это нарисовано, она Да. где-то там и На 100 рисовалась. там есть немножко, и вот 70-75 совсем мало как бы. Видите, провал такой вот. То есть, видите, здесь даже нету разброса. То есть нарисовали вокруг 75 где-то, наверное, 83, я думаю, где-то так вот на самом деле. Там сейчас будем цифры смотреть, анализировать. Мгм. Гистограмму по всему городу построим, по всей республике посмотрим. Вот, но видите, здесь нету ее. Почему? Потому что если возвращаясь к предыдущему, помните, да, в Ленинск Да-да-да. рисовали прям по линеечке. Почему рисовали по линеечке? Ну, потому что там не было никаких наблюдателей нормальных. То есть там вот никто не мешал им все делать. Вот так вот, если не мешать, то и так и происходит. Рисуют на 83 примерно, в 82-83 ту самую явку. Это про явку, да, мы сейчас говорим. Вот. Да-да-да. И вот 70-75 это там, где либо не успели дорисовать, либо, может быть, там чуть реально, видите, их немножко. Буквально Совсем эти мало, да. считанные количества. Видите, разрыв какой очень большой. Вот. Да. Либо там действительно такая большая явка была. Такое бывает редко, но на этих выборах, ну, в теории могло произойти. Вот надо еще посмотреть, мы еще будем внимательно смотреть, какие участки это были такие, которые вот выбились. Либо тоже нарисовали, но недостаточно, ну, не 80, а 75, например, рисовали. Вот. Соответственно, вот видите, какая разница между советским районом и вот Ленинским районом. По-твоему, вообще реальная явка какая прям должна быть? Ну, не должна быть, а тем более в миллионнике городе, там же ведь не так активно Ну, голосуют. давайте так. Что значит реальная явка, да? Реальная явка на выборах свободных, она всегда не очень, ну, она ниже, чем у нас в России происходит. Почему? Потому что нет нагона, да? Никто специально, ну, кроме политических партий, которые агитируют это делать, естественно, это их задача, никто специально, кроме партии, этим не занимается. Там ни вузы, ни работодатели, никто не занимается, ни просто начальство там административное, никто не занимается этим специально, да? Вот, потому что мы сейчас видим, вот то, что мы в пятницу видели, да, мы видели в пятницу очереди. Мы просто их видели своими глазами, там, фотографии по всей России. В Башкирии то же самое наблюдалось. И в Уфе то же самое было. Прямо людей заставляли приходить проголосовать, но при этом с требованием отчета, да, какого-то фотоотчета о том, что ну, человек проголосовал. Прям люди приходили на участки, этому есть подтверждение, и просили их сфотографировать, да, чтобы было подтверждение для кого-то, кому-то они должны были отчитаться о том, что они проголосовали. Вот. Соответственно, вот что из этого реальная явка. Если это считать реальной явкой, то, наверное, процентов, ну, вот те самые под 60. То есть пятница очень много тех, кого, ну, фактически обязали прийти проголосовать. Я сейчас не говорю о том, что их обязательно сказали голосовать за кого нужно, что называется. Не факт. Вот. Хотя и такие тоже были случаи. Ну, точечно, единичные. К нам приходили еще до дня голосования сообщения в соцсетях мы видели. Ну, и так напрямую о том, что принуждают не только голосовать, а не только прийти и проголосовать, но и просто проголосовать за кого-то конкретного.
Вот, угадайте с 3 раз за кого. Вот в этот раз. Но это в пятницу была такая массовая, да. Потом был спад в субботу, вот, и, соответственно, в воскресенье уже прошли те, кто согласился участвовать в акции против Путина 12 часов дня, вот, соответственно, ну и все остальные, кто обычно ходит по воскресеньям, вот. И с учетом этого, давайте так, я буду сказать, неискаженная явка, так вот, неискаженная явка, да, в Уфе, я думаю, она не больше 60%. 55-60, может Понятно. быть. Еще надо посмотреть ее более детально. Но тут боюсь сильно ошибиться, потому что источников с реальными данными, скажем так, у нас мало в этот раз, меньше, чем обычно. Поэтому будем опираться в основном на математику, которая нам будет Примерно подсказывать. сколько вы сообщений получили о нарушениях вот, из Башкирии конкретно? Ну, их было десятки, может быть, под сотню. Я еще не смотрел, не анализировал. Вот, потому что мы на карту нарушения получали, мы и в соцсетях получали напрямую, и в открытую, что называется, люди там писали мне. Ну вот, соответственно, вот мы сейчас этим будем заниматься, в том числе. То есть Мгм. не все успели обработать. Сейчас сложно говорить о масштабе, скажем, нарушения, о проценте прерисованных голосов, или можно хотя бы примерный порядок назвать? Нет, сейчас нет. Я боюсь, что в этот раз и будет большой ошибкой это оценка. Почему? Потому что все такие оценки, они базируются на сравнении. На одной и той же территории нужно сравнивать участки, где мы знаем, что честно считали, и все остальное. Вот если есть это хотя бы немножко этих честных участков, мы можем разницу посчитать и прикинуть, ну, аппроксимировать математикой масштаб, сколько там нарисовали всего. Вот. Но в этот раз по всей России их стало сильно меньше, таких территорий. Вот потому что электронное голосование в том числе убило это, да, потому что оно внесет серьезные коррективы в итоговое голосование. Вот. Хотя вот поступают данные из разных других регионов, наши коллеги делятся ими, да и избиратели, и честно, члены избирательной комиссии, например, там в Екатеринбурге, Свердловской области, как всегда, считали более-менее честно. Там в Новосибирске есть участки, где Дованков получил чуть ли не как Путин, а Путин сильно меньше. Ну, то есть, понимаете, да? То есть Мгм. есть еще территории, где еще, ну, по крайней мере, считают честно. Вот, в Башкирии давно уже не относятся к таким территориям. Здесь только выгрызать, что называется, эти итоги. Я поэтому говорю, мы прикидываем, что в Уфе реальная явка 55, может быть 60, в сельских участках, ну, побольше, наверное, будет, там как всегда. Чем больше выбора, ну, тем уровень выше выбора, тем больше явка, ну, реальная явка. Мгм. Вот, соответственно. А вот итоги, собственно, подсчета голосов мы только-только сейчас начали получать. Сейчас посмотрим, опять-таки прикинем, что и как. Но в среднем там, где наши честные члены комиссии были или наблюдатели, там цифры отличаются от тех на соседних участках. В этом же здании участков, как всегда в школах, да, там по 2-3 участка. Ну, или вообще по этому Ну, вот району. наш слушатель пишет, был на выборах наблюдателем 3 дня, подтверждаю, реальная явка была 65%, Вот, вот. остальное задание администрации. Ну вот, я про В это говорю. комментариях. Да, так и есть. Видите, народ подтверждает мои цифры, ощущения математические. Вот, соответственно, ну, так и есть. У нас еще такое вот было в новостях утром информация, что в Сибае и в Советском районе Уфы, если не ошибаюсь, отозвали 9 наблюдателей в общей сложности и 2 членов участковых комиссий с правом решающего голоса от КПРФ. Вот. И вы не в курсе этой ситуации? Это не связано с движением «Голос»? Ну, это может быть связано не с движением голоса, это может быть связано с чем угодно. Наверное, все-таки связано с тем, что эти члены комиссии... Ведь, ну, не голос же отправляет в членов комиссии с правом решающего голоса. Ну, КПРФ, в данном случае конкретно Ну, КПРФ отправляла. конечно, конечно. Вот, ну, к ним и Ну, вы вопросы. могли просто, может быть, их обучить как-то, я не знаю, там, заранее. Давайте так. Ну, они сами обучают. Ну, подождите, членов комиссии с правом решающего голоса обучает комиссия с правом решающего... Ну, комиссия их обучает. Сама комиссия, да, Ну, участковая? конечно, конечно. Ну, они же обучение проходят. Их же, ну, нельзя необученными отправить. КПРФ сами обучение проводит. Ну, как бы, ну, о чем идет речь? Вот, дело не в этом. Дело в том, что эти документы попали в свободный доступ, Мгм. а кто-то слил их, соответственно. И если внимательно посмотреть этот документ, то там там выясняется подробность весьма забавного свойства. Никогда такого не было. И вот опять. Один из членов комиссии, который указан там как направленный от КПРФ, он не направлен от КПРФ вообще. В смысле, прям в документах такое есть?
Но мы заходим в эту комиссию и смотрим, от кого этот Мгм. член комиссии направлен. И это не КПРФ. Интересно очень. Очень интересно. Это первый раз я такое вижу, чтобы комиссия пыталась снять, первый раз такое вижу, что партия пыталась снять члена комиссии. Во-первых, ну, это делается по суду, решением суда, во-первых. Нельзя Да-да-да. просто решением партии взять и снять члена комиссии, даже если ты его отправил. Но наблюдателей можно отозвать, да? А наблюдателя можно отозвать, это другая процедура, а вот член комиссии так не Так получится просто просто. нельзя Так просто нельзя, да. Это первое. А второе, я первый раз в жизни вижу, чтобы партия пыталась снять чужого члена комиссии право решающего голоса. Я не знаю, на что они О чем это, рассчитывают. по-твоему, говорит? Я думаю, это говорит в первую очередь о качестве работы, собственно, организационной этих Мгм. людей, которые все это организуют. Ну, как так можно, отправить писем, да, официальный документ ведь, ну, решение Можешь партии. прокомментировать конкретный случай, который вот мы тоже освещали в Иглино был. Мгм. Там одна наблюдательница рассказала, что заметила расхождение между количеством бюллетеней в переносной урне и количеством заявок, значит, на голосование вне помещения. Вот. При М. этом, значит, там на ее замечание никто не реагировал, а взяли просто все бюллетени, потом в КАИ воткнули в этот же день. Это было в первый день голосования. Вот. И ссылаясь на то, что нет сейф-пакетов. Вот тут какие нарушения допущены, можешь мне прокомментировать? Ну, давайте так, пробежимся. Значит, смотрите, когда комиссия выезжает на надомное голосование, они имеют право взять чуть больше бюллетеней, чем заявление. Чуть больше. Буквально Так. 5%, не больше 5%, но не менее 2 бюллетеней. То есть, если у них в заявлении было, например, 20 человек, то они имеют право взять с собой 22 бюллетеня, не больше. Ну, там была цифра другая, 71 и 37, вот такое расхождение. Вот, это в Два, 2 раза будет. Это в 2 да. раза. Это нарушение. Это прям нарушение закона, потому что эти нормы в законе прописаны, да? Это Так, первое. хорошо. То есть они, если было 37 заявлений, должны были с собой взять, 39. 39. 39 Понятно. бюллетеней, соответственно, не больше. Хорошо, это первое Это нарушение. первое нарушение. Второе нарушение. Я не знаю, как это было оформлено документально, но все эти цифры должны быть отражены в акте. Когда возвращается комиссия, она пишет акт. Акт о выездном голосовании, там прикладываются все эти цифры. Вот, это обязательный документ. Его должны, значит, его заполняет комиссия и подписывают те члены комиссии, которые ездили на выездное, да, вот это тоже очень важный документ. Очень часто его не составляют. Очень часто его составляют потом, Задним вечером. числом, что Задним числом, называется. что называется, да. А должны незамедлительно, вот после возвращения, тут же сесть и начать составлять. Это недолго, минут 10 занимает. Вот. Это вот такой очень важный момент. Я не знаю, просто был он здесь зафиксирован или нет. Вот. Почему это важно? Потому что в этих документах как раз следы нарушений остаются. Потом с ними можно уже разбираться. Понимаете, да, как это работает? Мгм, мгм. Вот, соответственно, Про и сейф-пакеты, то, что посчитали бюллетени сразу в сейчас этот же день. так нельзя. Трехдневное голосование, поэтому у всех комиссий есть сейф-пакеты. Если их вдруг, такое вдруг случилось, вот они пришли с утра и смотрят, ага, сейф-пакетов нету, не знаю, делись куда-то, украли, не прислали почему-то. Они должны в Сожгли. течение дня, например, они должны в течение дня незамедлительно запросить в ТИКе, есть всегда запас. Всегда есть запас оборудования. Даже если у вас там, не знаю, урна развалилась, такое редко, но бывает, они же пластиковые, не железные, не сейфы, а просто обычные пластиковые штуки, они бывают разваливаются. Их просто тут же звонишь, и с ТИКа их привозят просто. Ну, или съездить можно забрать, понимаете, да? То есть это просто решаемо, это технический вопрос, он решаем. Вот, и замечание о том, что мы не упаковываем сейф-пакеты, потому что их нету, это грубейшее нарушение работы комиссии, собственно, да, своих же положений. Они должны были их организовать до вечера, да, и уже вечером упаковывать. Вот. Понятно. Соответственно, вот так это делается. Это может привести к признанию итогов голосования на этом участке недействительными? Да, конечно, это грубейшее нарушение, и, соответственно, это и есть основание, одно из оснований для признания выборов. Действительно, так изредка так бывает, кстати. Даже в Башкирии так бывает, когда такие грубейшие нарушения приводят к тому, что либо, если это в тот же день делать, то это можно первый день, например, пятницу все аннулировать, пятничное голосование. Если это делать по итогам выборов, то есть это 3 дня полностью аннулируется, потому что там уже невозможно разделить, да, все уже Ну да. вместе посчитано. Вот. Соответственно, так бывает. Изредка так бывает, да, если этим заниматься сразу. Понятно. Но, надеюсь, ты следил не только за выборами в Башкирии, но и в других регионах России. Вот какие-то кадры появились удивительные. Я первый раз такое вижу. Вроде бы из Осетии, где военные с автоматом заходят в кабинку для голосования, что-то смотрят, потом выходят, в следующую кабинку заходят, смотрят, когда люди там голосуют. Не в курсе это? Что за видео такое? Фейк, не Нет, фейк? нет, я не в курсе, но наши коллеги смотрели, по-моему, это какая-то подделка. Подделка, Да, да? да, скорее всего, потому что это подтверждений никаких не получили. Мгм. Как ты оценишь ход выборов на так называемых новых территориях России? Я за ним не слежу.
Ясно. Ну, вообще в практике мировой, когда идут какие-то боевые действия, надо выборы считаются там возможными вообще? Ну, их обычно не проводят, потому что это невозможно нормально провести, а те, которые проводятся, считаются нелегитимными просто, потому что ну, какое голосование под дулом автомата? Ну, о чем не речь? И немаловажный вопрос, о котором ты немножко уже затронул, дистанционное электронное голосование, так называемое Да. сокращение ДЭК. Как ты оцениваешь вообще такое голосование? И насколько его возможно контролировать вообще? Ну, если бы это был вопрос про Европу или там Северную Америку, я бы сказал, что можно контролировать, потому что есть инструменты технические. Я все-таки IT-специалист, немножко занимаюсь этими вопросами, да. Вот. И в теории все это контролируемо, но в российской практике, наоборот, этот инструмент абсолютно неконтролируемый, абсолютно неконтролируемый. Вот я вчера уже первые мнения пошли уже по итогам, вот вечером уже, да, когда пошли первые цифры по России с, с регионов, которые в ДЭК голосовали, да. То есть это инструмент контролируемого голосования, назовем это так, потому что контролируемого только не наблюдателями, а теми властями, которые его организуют. Потому что подтвердить это, ну, проверить его невозможно, это первое. Второе, было много прям свидетельств, в соцсетях писали люди о том, что они пошли голосовать в ДЭК, а там говорят, а вы уже проголосовали. Ваш бюллетень уже выдан. Ну, как бы, о чем вообще, да, о чем говорить конкретно? То есть каким-то механизмом за человека уже проголосовали, а он уже не может голосовать. Ну все, система уже приняла. Понимаете, да? То есть, как бы, Ну да. вот. Соответственно, вот таким вот образом российские власти построили еще один инструментик в такой вот цифровой концлагерь, к сожалению, Ну или, который, как они говорят, наверное, управляемая демократия, как бы так что-то. ну, да, чем отличается от цифрового концлагеря, не совсем понимаю. Ну, одно и то же синоним. Ну, мы же привыкли Да. говорить, что это не взрыв, а хлопок там. Ну, Не рост, а отрицательный, вернее, не падение, а отрицательный рост. Вот у ну, нас хорошо. такая действительность, к сожалению. Ну, Э, я привык вещи своими именами называть, потому Ну, что это правильно. Ренат, это вопрос. да. Как ты оцениваешь ход акции в полдень против Путина? Вот в стране в целом, в Башкирии, может быть, Так, расскажешь? да, давайте расскажу. Значит, в стране в целом она местами удалась, что называется. Вот, из Новосибирска, из Москвы были очереди прям большие. В Екатеринбурге были очереди не очень большие, но были. Вот у меня тоже коллеги, знакомые, с которыми мы общаемся. Вот, ну, я за ним слежу, за их деятельностью, в том числе там члены комиссии есть в других регионах, да, которые делятся своей информацией. Вот. В Башкирии, к сожалению, не было такого. Мы в Уфе, опять-таки, говорим про Уфу, не было таких очередей. Были небольшие группки по несколько человек, которые приходили в это время, в 12 часов дня, но очередей не было. По заграничным участкам Ну, мы почти везде, видели вчера, там да, очень большие очереди были. почти везде они были. Я лично вчера стоял 4 часа в очереди, ровно 4 часа в очереди. Очередь была длиной где-то, наверное, километра 2. Вот в Алматы, в посольстве, да, потому что все хотели голосовать. А было всего 2 участка открыто в один день. Вот поэтому очередь удалась, мягко говоря. Вот при этом сам участок работал довольно шустро. Там много людей и выдавал бюллетени. И очень быстро все это происходило, четко. Вот мы пришли быстро, 4 часа отстояв, быстро проголосовали. При этом время работы участков удлинили, потому что не все успевали, естественно, вот до 9 часов в Алматы. Мгм. А 1 час удлинили время голосования. Но Ну, акция фото, удалась, видео. или можно сказать, как официальная точка зрения, что она провальная была? Ну, она удалась, она точно удалась, потому что избиратели пришли проголосовать, во-первых. Во-вторых, они увидели, сколько их, как их много. Вот, и мы сейчас еще получим данные официальные по голосованию на этих зарубежных участках. Посмотрим, кто как проголосовал. Какая разница между зарубежным голосованием и российским. Вопрос, наверное, непростой для тебя. Как будет жить и действовать вот движение «Голос» после этих выборов? Не знаю, не знаю, мы тут каждый выбор что-то Будете новое пытаться приносит. все равно продолжать свою работу? Ну, я лично буду всегда продолжать пытаться делать свою работу. Я же сказал, я как ты говорил, говорю и буду говорить. Я пока жив, я буду этим заниматься. Все. Тут вопрос очень простой. Механизмы разные. Даже в Беларуси было наблюдение на голосовании, хотя там уж, вот уж там все это законопачено до невозможности просто. Даже в этих условиях отважные белорусские граждане наблюдали за тем, как голосуют. Вот, так что нам есть еще куда стремиться, и зачем наблюдать.
Есть какая-то надежда на регистрацию новой партии, которую Екатерина Дунцова пытается организовать, называется «Рассвет», вот, что они будут как раз это независимое наблюдение поддерживать? Но это мы только приветствуем. Надежда есть всегда, просто вероятность этого очень маленькая. Вот я к чему. Ну да, вот хотелось бы узнать твое мнение. Вообще зарегистрируют такую партию или нет? Нет, скорее всего, нет. Нет. Мгм. Нет, не сейчас. Понятно. Что ты можешь сказать о судьбе Григория Мелконьянца на сегодняшний день? Он по-прежнему в СИЗО находится? Да, да, в СИЗО пишет письма в своем фирменном стиле, в своем фирменном ободряющем стиле нам пишет письма. Нам всем, в смысле, пишет письма. Вы можете их прочитать. Я их обычно перепосты делаю. Ну и у моих коллег можете прочитать в соцсетях. Мгм. Вот. Мы сегодня утром проводили опрос в нашей программе утренней. Какие ближайшие последствия, учитывая итоги выборов, вы ожидаете в ближайшее время? Там, ну, условно, 2-3 месяца, полгода. А у тебя есть какие-то свое мнение на этот счет? Ну, в ближайшие полгода нужно будет российским властям делать все, что Путин обещал, ну, в своем стиле, как всегда. Соответственно, ну, и будет закон приниматься новый, еще более ухудшающий ситуацию для простых россиян. Ну, вот, в целом. Ну, это касается и налогов, и так далее. Вот. Экономически я ожидаю скачка, ну, падения курса рубля, вот, потому что и поддерживать его никто не будет сейчас в ближайшее время, это и не нужно властям, потому что у них расходы в рублях, доходы у них до сих пор в долларах, не только в долларах сейчас, видимо, но Ну, в видимо, еще другой, в юанях там, в тех же. в другой валюте, и рупиях вроде говорят, ну, хотя там тоже проблемы с этим есть. Вот, расходы в рублях, поэтому слабый курс рубля тут только помощь. Вот, Про так налоги, что. если говорить, то нам, скорее всего, нам введут эту, откажутся от плоской шкалы налогов. Я правильно понял? Да, я думаю, в эту сторону как раз будет двигаться, потому что обещания нужно финансировать, а дефицит что-то какой-то совсем уж неприлично стал у бюджета, и поэтому нужно где-то деньги брать. Что касается новой волны мобилизации, ожидаешь ли ты ее после выборов? Ну, насколько я помню, у нас с 1 апреля же начинается, да, очередной призыв. Весенний. Вот, весенний, да. Я думаю, просто попытаются обойтись весенним призывом, а потом, может быть, если не получится, могут объявить. А если призыв пройдет с их точки зрения нормально, могут и не объявлять. Ну, там же есть рычаги, условно говоря, тот же Ради Хабиров, напомню, в Башкирии ввел такое правило, если ты идешь на срочную службу, призываешься, и потом подписываешь контракт, тебе республика, по-моему, 100 тысяч доплачивает. Вот такой момент как бы есть. Это, видимо, Ну, как раз один из стимулов. это, безусловно, попытка увеличить активность в этом направлении, но судя по цифрам, которые у нас есть, хоть каким-то по этим, ну, он не очень работает, судя по всему. Ну, то есть 100 тысяч и жизнь взять, на одни весы повесить, поставить, наверное, я бы выбрал жизнь, конечно, а не 100 тысяч, Ну да. Да. если так говорить. Хорошо. В общем, про возможные последствия выборов мы говорили, про нарушения на выборах тоже, про масштабы фальсификации примерный порядок понятен. Что ты можешь еще добавить в планах, вот не знаю, э, про эти же выборы, либо про перспективы выборных процессов вообще в России? У нас, в принципе, еще учитывать, что осенью будут выборы главы региона в Да, этом году. должны быть выборы главы региона осенью, да, если все пойдет по плану. Вот. Но непонятно по чьему плану, но по закону выборы должны быть вот в сентябре этого года. В Башкортостане удастся на таком уровне организовать более объективное наблюдение, скажем так, я не буду говорить независимое и прочее. А, Это зависит от того, как кто будет участвовать в этих выборах. Ну, смотрите, э, вот когда мы, ну, что дает нам силы, на самом деле, нам, как независимым наблюдателям, которые активно участвуют в этом процессе, все эти годы в России работать. Хотя тренд стопроцентно понятный, да, куда. Вот, в темное прошлое какое-то там катимся потихонечку. А, Смотрите, несмотря на это, вот каждый избирательный цикл, ну, взять, например, не федеральный, а, например, региональный, да, вот сейчас мы, если уж про них поговорили, каждый выборы, ну, я, например, каждый год выборы проходят не только же в Башкирии, да, по всем регионам, по многим регионам одновременно проходят выборы. Вот осенью, кроме Башкирии, еще будут выборы, там, как всегда. Так вот каждый год, каждые 2 года смотрим, когда мы видим, как, несмотря на то, что власти Российской Федерации закручивают гайки все там глубже и глубже, что называется,
избиратели все-таки находят способы проголосовать не за того, кого им указывают, а за другого человека, да, и проводят такую марионеточную фигурку в главы регионов. Вот. Соответственно, это говорит вот о чем. О том, что не везде на этих... Это два факта. Да. Почему это вообще возможно? Первое. Не во всех регионах умеют и хотят фальсифицировать итоги выборов. Понятно, да? Вот. А во-вторых, есть еще регионы, где люди голосуют не так, как им укажут, а как они считают необходимым самостоятельно. Вот, соответственно, если это сложится еще и в Башкирии, за народ я не скажу, тут народ должен сам решать, да, за кого они будут голосовать. Вот, а вот тут я сейчас больше обращаюсь к членам комиссии, что от них зависит на самом деле. Вот. Если это все сложится, то и в Башкирии могут быть запросто выборы, которые покажут какой-то более честный, адекватный результат. Правда, в этом году это крайне маловероятно. Вот, с учетом всей практики, наработанной за многие годы, администрации республики, с работниками комиссий, вот, избирателями, которые привыкли голосовать или не голосовать, не ходить на выборах, вот, понимаете, да? Вот, соответственно, все это накладывает свой жесткий отпечаток. Если я тебя правильно понимаю, то состояние выборных процессов в Башкортостане зависит от того, что будет ли какая-то альтернативная кандидатура, Да, скажем, конечно. к тому же, там, не знаю, представитель власти, будь то Ради Хабиров или кто-то другой, неважно. Вот, от желания людей его поддержать. И, что немаловажно, все-таки, наверное, от позиции участковых избирательных комиссий, ну и вообще в целых, всей системы избирательных комиссий, как они себя будут вести во время выборов. Учитывая все три вот эти элемента, что тебе вызывает какую-то надежду, что наоборот, не знаю, огорчение? Надежды особо-то никакой нет. Я просто смотрю объективно на тренды и вижу, что тренд пока по наклонной вниз идет качество этих процедур. Вот. Но дело в том, что сейчас политическая ситуация в стране какая-то слишком турбулентная. Вокруг Хабирова отдельно, да, отдельные вихри какие-то крутятся. Вот. И это означает, что это может быть привести к странным, непонятным решениям, как отставка предыдущей главы ЦИК РБ за один день, да, которую никто не ожидал. Раз, внезапно, вот ушла, казалось бы. Да. Вот. И никто не объяснил толком, почему это произошло. Да. Вот. Дальше. Прочаковскую в СИЗО под следствием. Не просто же так. Вот. Собственно, это означает, что какие-то течения бурные вокруг, политически незаметные, происходят, кружатся, схватка бульдогов под ковром какие-то происходит. Соответственно, что-то будем смотреть, как это будет, к чему это придет осенью. Там будем уже принимать решения, исходя из этой ситуации. На твой взгляд, способна ли избирательная система Башкирии, или Центральной избирательной комиссии принять какое-то решение или попросить депутатов принять решение, чтобы доверие к выборам, к результатам выборов было высоким, принять такой порядок, чтобы все бюллетени при подсчете снимались непрерывно на видеокамеру, и потом это было доступно каждому избирателю конкретного участка? Принять-то такое можно, это просто очень дорогая штука, это же надо видео хранить, где-то показывать и так далее. Это же, это прям очень большой, на самом деле, айтишный проект был бы. Да дело не в этом. А теоретически, технически это возможно? Конечно, были же до этого много лет наблюдения открытые с доступом к архивам. Там я все-таки не соглашусь с тобой, прошу прощения, что перебиваю, Ренат. Там был общий план, и не было видно ни одной галочки. Я понимаю, но то же самое можно сделать и плюс еще одна камера, которая стоит рядом. Как бы это возможно, да? Вообще, самое простое решение — КАИБы везде поставить. Это же, они же есть. Смотрите, КАИБы невозможно обмануть? Практически нет. Смотрите, вот на этих выборах 3500 участков в Башкирии. На этих выборах КАИБы были. Их порядка 300, наверное, было на всех участках. Они как-то разбросаны были и в Уфе были, и по регионам, по районам, и в городах были. Так вот ровненько размазали, получается. Какой принцип? Я до сих пор не понимаю, как их распределяют. Как-то распределяют их. Причем они каждый раз по-разному. То есть они... в этом году участок с КАИБа, в следующем году без КАИБа, и так далее. И я много лет за этим наблюдаю, и много лет вижу один и тот же факт. Там, где есть КАИБ, явка ниже. И голоса за партию либо кандидата от власти ниже.
Просто они делают честными это все, да, то есть итоги выборов станут более честными. Я не говорю, что прям честные на 100%, но они более честные. Потому что в КАИП труднее обмануть. Там щель одна, это сканер. Туда пачку не закинешь, вброс не сделаешь, понимаешь? Там нужно по одному вбрасывать. Это очень долго на Ну, самом это деле. можно на ночь, вот сейчас трехдневное Ну, голосование, ночью пошел и я говорю, повтыкал. это труднее делать просто в любом Мгм. случае. Вот, соответственно, даже это, вот это гораздо более простое, потому что КАИБы есть. Их надо просто больше заказать. Почему их мало? Ну, нам говорят, что денег не хватает на них. Ну, это не суперкомпьютер. Как бы можно оплатить, и у тебя будут КАИБы, пожалуйста. Сейчас есть 300, ну, значит, в 10 раз больше денег надо на них потратить, чтобы они почти всю Башкирию Ну, закрыли. это, я Почему нет? думаю, стоит доверие к выборам, согласись, с точки зрения даже той же Ну, власти. конечно, нет, в пересчете на каждого проголосующего это копейки, на самом деле, в итоге станут. Ну вот. А вообще, ну, это сделать можно еще проще. Просто сказать, ребята, как просто официально провести обучение или неофициально провести. Ребята, в этот раз считаем, как проголосуют. Мы на вас не давим, я вам обещаю, выборы будут честными, а в 12 часов вечера все уйдут уже домой радостные, потому что действительно к 12 часам вечера первые подсчитанные итоги голосов у нас уже были. А дальше до 6 утра у нас люди, до 6 утра в этот раз, вот они сегодня, до 6 утра ждали итогов голосования, копии протоколов. То есть Для того, повторилась ситуация, как в 2000, если не ошибаюсь, 20 или 21, когда вот выборы в Госсобрании были. каждый 20 год, каждый Каждый раз год. одно и то же. Тоже вот этот промежуток был большой, да, Да, между да, да, окончанием голосования да, и подведением итогов. да, потому что Очень большой, да? да, итоги выборов, которые мы раз подвели, даже если честно посчитали, даются в ТИК, и там они начинают мухлевать с цифрами, подкидывать, подгонять, и иногда берут как есть, иногда говорят нет, в основном говорят нет, да идите переделывайте, и А все, и начинается. Мы вам сегодня дадим, приходите во вторник. Ну, даже еще вот так. вопрос. Почему-то вот утром не было данных по явке на 20:00, то есть на окончание голосования, только на 18:00. Ну, вот С чем это связано? в том числе поэтому пытались подмухлевать, ну, только этим связано. Потому что они же Ж- довольно четко считают такие свои данные, так продают их. Ясно. Вот. Ну что ж, я думаю, на этом можно тему заканчивать выборов. Если есть что-то добавить, пожалуйста. Ну, несмотря на то, что вот мы вам рассказываем, несмотря на то, что происходит в России, на избирательных участках, всех, я, во-первых, всегда призываю голосовать, так как вам кажется правильным. Это важно. Какие бы процедуры ни были, как бы они ни назывались, выборы или выборы в кавычках, вот, это всегда инструмент обратной связи. И нам понятно, что происходит с обществом, куда мы движемся более объективно. Вот, гораздо хуже сидеть по домам, на диванах и молчать тряпочку, что называется. Вот. А во-вторых, кому это интересно заниматься активно, можете мне писать, можете коллегам писать моим по регионам. Они до сих пор помогают. Вот в Москве, например, довольно много было наблюдателей на самом деле. Ну вот. То есть отзывали, конечно, но далеко не всех. Не так, как в Башкирии. Вот. По регионам еще есть честные регионы, где, вот я же говорю, там, Свердловская область, например, или конкретно город Екатеринбург, где до сих пор считают честно на избирательных комиссиях. Видите, но была бы вся Россия как Екатеринбург. Ну, в итоге были бы другие, на самом деле. Вот. И ситуация, думаю, в стране была бы другая, на самом деле. Ну, давай на этом пожелании, стремлении все-таки к честным, чистым, прозрачным выборам мы, наверное, закончим нашу программу. Напомню, что мой собеседник, руководитель башкирского отделения Общероссийского движения защиты прав избирателей «Голос» Ринат Факиев. «Голос» признан в России НКО иноагентом. У микрофона был Разиф Абдуллин. Спасибо, Ринат, за участие в нашей программе. Всем хорошего дня. Следите за новостями, мы будем еще аналитику давать потихонечку, более детально. Спасибо. Ждем новостей. Всего доброго. До свидания.